Минпросвещения, когда вы тоже там увидели, да, что форма семейного образования имеет место быть. Раз имеет место быть эта форма, раз она стала востребованной, к великому нашему, может быть, сожалению, а может быть и каким-то моментом, что и да, может быть такое и могло быть, мы в своем городе и, конечно же, вместе с министерством обсудили несколько важных, более 81 тысячи наших учеников. Вот 730 – это семейная форма. Не такая, конечно, большая цифра, но вместе с тем она каждый год на 1,5% растет. Хотя я думаю, что сегодня ваш вот форум, встреча, она, конечно, приведет тоже к обмену практиками, именно теми, которые пользуются наш город, наш частный сектор. И, наверное, это здорово, что вы получите ту информацию и привнесете в свои учебы. Мы видим возможным и правильным принятие неких методических рекомендаций, которые устанавливали бы некие рамочные требования к порядку организации аттестации. Создание единого аттестационного центра на базе государственной школы. Мы выбрали ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, мы предлагаем создать единые КИМы, контрольно-измерительные материалы, на базе, ну, как минимум, региона. Это наподобие того, что есть единые КИМы для проведения государственной итоговой аттестации. Создать для проведения промежуточной аттестации по каждому классу, по каждому предмету. Тогда будет, снимется проблема именно проведения промежуточной аттестации для детей, для родителей, для педагогов. Мы выбрали один, на который мы можем ответить, как дети. Как сделать урок интересным и в то же время отвечающим требованиям школьной программы. И как дети, что мы вам можем сказать? Ну, во-первых, почаще ездить в путешествия. Нам это очень нравится. Мы общаемся, мы познаем новое, мы замечаем очень часто то, что не видят взрослые, и погружаемся в это. Да, это из опыта нашего последнего путешествия. Больше онлайн-игр, настольных игр. Играть мы тоже очень любим. Исторические реконструкции. Все любят переодеваться. Все любят изучать что-то новое, участвуя в этом, принимая в этом непосредственное участие свое, разрабатывая что-то, какие-то даже костюмы. Спасибо большое за вопрос, прекрасные дети. Зачем мне все эти предметы? Мне это точно не пригодится. А можно ли их не учить? Всегда сталкивались с таким вопросом. Я 2 года работаю с этим вопросом со своей дочкой. Мы нашли классный ответ. Вот, дети. Вообще, так-то сейчас в моде прокачанные мозгом люди, которые могут быстро соображать, быстро двигаться, быть успешными. Посмотрите, вот Илон Маск, да, у человека 3 образования. Так-то он очень специфичный, поэтому междисциплинарные связи и знания разных предметов, они, во-первых, понимают полную картину мира, это раз. Второе, это просто тренажер. Вы развиваете свой мозг, создаете новые синапсы, нейронные связи. Все вы знаете эти слова уже точно. Вот. Мало того, вы еще развиваете критичное мышление, потому что каждому из этих предметов вы можете задать тучу вопросов. Вот как вы сейчас, да, в путешествие съездить, как минимум, посмотреть. И знаете, что будет в будущем, дорогие мои? Вы поменяете профессии 7-8 раз. И если вы сейчас не хотите изучать биологию, это не значит, что через 10 лет биология не станет вашей судьбой. Вы знаете, да, что у нас сейчас реализуется, и мы идем к тому, чтобы на всей территории России были у нас единые федеральные образовательные стандарты. Да, вот есть соответствующие приказы, мы к этому идем. Тоже в Ижевске у нас было, в 2012 году я начала этот процесс, когда компенсации платили детям, у меня ушло на это 7 месяцев. В 2013 году приняли, и, по-моему, в 2015 году отменили, что типа этого. А потом еще несколько лет писали новый акт на всю республику, но такие не смогли. И пишут до сих пор новый акт? Нет, они уже не пишут его. Они написали только на инвалидов, и потом еще несколько раз его отменяли, потом приняли. Короче, всегда это был родитель. Да, всегда это был родитель. Поэтому уже от себя добавлю, как от опытного человека, не ждите. Макет проекта сотрудничество. Да? У нас проект, который подразумевает, что не я один это делаю. Если бы я могла это делать одна, зачем бы я
сегодня сюда приехала, правильно? Мне важно как раз научиться делать это не одной и научиться подключать партнеров таким образом, чтобы это было ценно для них и для меня. Проблема. И чем более она неразрешима, и чем более она актуальна, тем ценнее вообще то, что вы делаете. Потому что если у меня есть какая-то проблема, я даю вам гарантию, что она есть у другого человека точно. Точно. Притом, может быть, не в таком виде, в другом виде каком-то, но она у него детей, там, создам проект, я детей буду водить в музей, буду каждую пятницу. Проект такой вообще огонек. Мы там с ними будем и в дождь, и в снег, да, вот, и прям дети такие, музей, да? Вот. Могу создать проект для своих коллег. Мечтаю. Да, я же говорила, хочу, чтобы у меня педагоги такие все вдохновленные, такие, вебинары там создавали, такие все в апреле, в конце года учебного. Вот. Как я этот проект создаю? Проект называется «Совещание». Проводишь совещание, значит, публичную уборку, и на следующий день все приходят на работу и такие, я так рад, что я уже работаю. Меня еще не выгнали, я так рад. Тоже, да, проект, согласитесь. Но это все очень краткосрочные проекты, потому что они результат дают недолго времени. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы те проекты, с которыми мы сегодня задумаем связаться, они имели результат долговременный. Это очень важно. Не мыслите вот этими короткими перебежками. Мы не бегаем все время. Мы придумали один урок. И такие, ой, какой урок вообще. Бабаха. А остальные 3 месяца я, отдыхаю типа, на лаврах, да? А потом такое, что-то снова не так, снова какой-то там урок, да? В данном случае у нас должно быть написано сроки вечности. Да? Бесконечность предел. Вот. С этой точки зрения сроки, наверное, не то, за что стоит себе. У нас есть проблема, что большинство всех наших вопросов, которые мы не можем решить, состоит в том, что мы не коммуницируем. В нарушении коммуникации, в отсутствии коммуникации, в абсолютном отсутствии механизмов простраивания этой коммуникации. Вот это у нас проблема. Кто эти люди? Да? Ну, ресурсами их назовем, да? Потому что ресурсы, партнеры сюда войдут, тут будут финансы, тут будет много-много чего разного. Берем с вами ресурсы и обязательно планируем какой-то результат. СОПА. А третий, последний остались чок. СОПАЧок. И поэтому у нас никаких проблем не было с формулировкой. Семейное образование, промежуточная дистанция, чтобы окей. Болото – это метафора того, как большинство детей воспринимают школьную программу. Вот. А мы его делаем креативным и разговариваем на языке целевой аудитории, на языке ребенка. А на языке ребенка очень часто это слово пишется через букву «и». Точно. Слово «цапри». Ну и мы, наверное, остановились на том, что и вообще разговор зашел о западной модели образования, вопрос о том, как себя продавать, поэтому от слова «цапать», видимо, вот это слово и пусть будет «цапри». И теперь нам подходит. Акселератор коммерческих проектов в сфере образования. 3 ТОТа. 3 ТОТа. 3 ТОТа. Что же такое 3 ТОТа? Что такое 3 ТОТа? Ты можешь работать в школе и получать зарплату, которую тебе дает государство. Ты можешь обучать своего собственного ребенка, и это будет 2 ТОТ. Ну и 3 ТОТ, ты можешь открыть свой коммерческий проект и уже создать свою школу. И в этом вам уже поможет наш акселератор. У нас достался к нам Люмзик, и это очень даже в тему, потому что мы про индивидуализацию. Люмзик — это наш, целевая аудитория тоже назовем, это ребенок с любым бзиком, ну, то есть, с любой особенностью. И еще раз мы про индивидуализацию, у нас есть еще варианты расшифровки Люмзика. Это любознательный маленький знайка, исключительно креативный. Модовуд. Мощный, добрый лес. Вуд по-английски лес. Это проект про родительскую мощь. Нас так много, что мы действительно можем влиять на систему образования. Итак, у нас с вами 6 команд, 6 идей на сегодня. Собачок, Крибол, Цапрень, 3 ТОТа, Люмзик и Модовуд. Взять отсюда любой один кубик, бросить его
Я тебе скажу проблему. И вот сейчас ты расскажешь нам, в чем твоя проблема. Давай, что там изображено? Ну, вижу тортик с этим, со свечкой. Вот ваша сейчас задача будет бросить кубик, и то, что изображено на кубике, становится вашей проблемой. Проблемой, которую решает ваш сапачок. Ассоциация такая. Там, значит, несмотря на то, что это тортик, и то он такой как бы вроде бы вкусный, да? Давайте я в двух словах скажу, в чем наша суть проекта-то. Значит, это же полная свобода, вы понимаете? Вы приходите в школу на ГИА, то есть в 9-11 классе вы приходите. Значит, ГИА-то ведь у нас кто проводит? О, я слышу голос разума, то есть все говорят «школа». Итак, школа не имеет никакого отношения к ГИА, представляете? Она просто, государство его руками так двигает. Представляете, какие мы независимые? Государство проводит, школа никак не может повлиять, ничего не может испортить нам. Так, хорошо. Значит, чтобы допуск к ГИА получить, у нас мы получаем ПА, то есть промежуточная аттестация, кто не знает, и опять не в школе. Опять не в школе, в дистанционке, и мы независимы. Значит, что сейчас происходит? Несмотря на то, что в законе есть право на зачет, это первое. А второе, у нас единое образовательное пространство, поэтому можно из школы в школу переходить, и оценки вообще... Что значит оценки не принимать? Как это? Они умудрились не принимать. Поэтому этот тортик, несмотря на то, что он сладкий, я описала сейчас сладкий тортик, да, это мечта наша, сошников, быть независимыми. И там такая свечка стоит, которая, простите меня, у меня вызывает не новорожденный там будет, а у меня вызывает совершенно другие ассоциации. Во-первых, похороны. Значит, свечку поставили за нас, за всех, за дистанционки поставили свечку. Что вы там собираетесь решать? Вот. Значит, никто не решает. Вот, и вот это вот такое вот несчастное одиночество, которое вот догорит, знаете ли, и погаснет. Вот. Тут такой вот человек, он несчастен. Он очень несчастен. Вот так лицо, рот. Вот она на рисунке. Ничего не скажешь. Вот эти вот дети, потому что нет ничего печальнее для учителя, когда их хотя бы там 8 человек сидит, и у них именно такие лекции, и ты понимаешь, что ты зря проводишь свою жизнь. Стульчик. Очень медленные изменения в вузовском образовании. Мы не торопимся. Я боюсь жизни. К нам сложно попасть, сложно от нас идти. Как сделать современное образование более быстрым, но в то же время, чтобы мы не потеряли. Современные дети не хотят быть объектами образования, иначе они в пираты уходят. Они уходят в свое плавание. Вот. И у нас еще вот здесь был тоже. А родители вообще хотят влиять на образование в своей стране, но, судя по всему, тоже партизанскими, пиратскими способами, объединяясь в какие-то группировки. Вот у нас две проблемы, на самом деле. Ключевая, глубинная, это что дети не хотят учиться, не хотят быть объектами образования. А вторая, мне тоже она называется, Аня, да, я озвучила, что родители хотят влиять на образование, но не знают, как это делать сейчас. Проблемы у вас общие. И когда вам попадается какая-то неожиданность на пути, вот вы просто шли, да, запнулись об какую-то очередную маленькую проблему в виде там, заснувшего педагога, там, да, обнаруживается, что они спят везде. Здесь спят, тут спят, там спят, и выспаться не могут, да. Обязательно сбивайте свою мысль ровно в тот момент, когда она совершенно настроилась. Вот когда вам кажется, что все идеально, надо что-нибудь сломать сразу. И тогда становится ясно, с кем еще можно объединиться в решении этого вопроса. И записать себе обязательно, кто эти люди. Люмсики, мадавуды, а может быть даже тритота, например. Я вам еще одну метафору хочу показать. У нас есть вот такая головоломка, тоже дети ее обожают. Есть картинка, на которой изображена, что-то изображено. Вот у меня сегодня познакомились уже несколько человек, да, с этой головоломкой, и нужно воспроизвести эту картинку с помощью вот таких вот стеклышек, наложением этих стеклышек друг на друга. И есть разные уровни, есть те, в которых задействовано там 6-7 стеклышек для того, чтобы получить нужный результат. Вот тот многослойный торт, про который говорила Алина, любой проект по коллаборации всегда такой многослойный. Очень сложно подобрать, как сложить эти стеклышки, чтобы было видно, какие там. Видите? Вот их
я 4, да, показываю, а видно только 2. Да? А надо, чтобы было видно всех. Это про то, как ценно каждому участвовать в том проекте, о котором он говорит, в который он подключается. Ну давайте поделимся теми проектами, которые у нас родились, и которые мы будем обязательно, несмотря ни на что, реализовывать. Вот, у нас родительство, я заходила с темой про родительство, про создание сообществ. Очень мне понравилось, на какую глубину мы сходили, потому что здесь и про то, что родители это субъекты образования, что на самом деле ребенок не хочет быть объектом, он тоже уже субъект образования. И мы вышли на то, что вот эта вот конструкция, что родители хотят влиять, не знаю как, по сути это про включение субъектности в жизни как таковой. Мы вышли на такую идею масштабно, ярко, медийно заявлять о своем родительском сообществе. Мне кажется, что произошло продвижение в плане идей. Была вот эта карточка с цирком, она меня очень зацепила, потому что, мне кажется, там можно найти много ответов на те вопросы. Ну, например, кто выходит на арену, да? Какая коммуникация должна быть выстроена между этими людьми, которые вышли на арену. Значит, дальше, каким образом они коммуницируют с залом, да? Зал – это более свободная аудитория, потому что заходит тот, кто купил билет. Да? Вот он купил, он, может быть, случайно мимо проходил, купил билет и зашел. А может быть, он хотел попасть именно вот сюда. Цирк – это такая история, ну, пришел. Другое дело, что вот те, кто на сцене, это уже совсем другая. Там уже у людей командная работа, там взаимные обязательства и так далее. Ну, какой-то проект. А проект, он предполагает периодическую смену команды. Дело в том, что то, в чем нуждается это сообщество, этот инструментарий есть у бизнеса. То есть и способ наладить коммуникации, и исследование поиска целевой аудитории. То есть в бизнесе это все отработано. Соответственно, мы говорим про то, что у нас должен получиться маленький продукт проекта, да, который очевиден всем, и вы его точно сделаете. Мы услышали, что Анна создает группу ВКонтакте и телеграм-канал. Контентом наполняют с каждой своей поездки Айгуль, и, следовательно, сообщество нарастает, оно никуда не девается. И у вас уже разборы проводят. Разборы, конечно же, проводят. Видео у вас уже записано, чем наполнить контент. Да? Получается, тот продукт, с которым вы на сегодня уходите, стартовый продукт, это ваш, ну, допустим, телеграм-канал. Что следующая наша встреча будет онлайн, где вы покажете все, что получилось, и покажете, какой следующий, да, шаг планируется, исходя из всего, что сегодня задумано. Приехать из таких дальних точек для того, чтобы просто поговорить, ну, это, извините, буржуйство. Поэтому давайте все-таки будем что-то делать, да, если что. Нужно нормативный акт редактировать, который позволяет школам так себя вести, позволяет органам управления так себя вести. То есть брать и говорить, да не возьмем мы ваши отметки из другой школы. Звучит как бред, да, вы не представляете, чем это грозит нам? Что, в смысле, теперь мы не должны будем переходить из школы в школу, что ли? Это что, вы, когда переходим из школы в школу, нам говорите, нет, простите, вы нас не учились в 1 классе, а давайте вы у нас в 1 класс теперь снова аттестуетесь, и 2 тоже давайте, и 4. Вот, поэтому нужно что-то делать. Вот, кто будет делать, посмотрим. Значит, надо изменить пару строчек в нормативном акте, и, соответственно, нужны люди, которые владеют канцеляритом. Это одно. И второе, написать алгоритм. Алгоритм я хорошо пишу, я и дома могу написать, но дайте мне новую кровь, пожалуйста. Процесс, и я очень благодарна Арине за то, что она сегодня так подробно несколько раз про это рассказала. И как минимум зерно зародилось в голове каждого, что если мы это перестанем делать, то никогда больше за круглым столом мы не будем собираться. Да? Да, здесь нужно напомнить вообще про то, чем занимается каждый. Да. Сегодня здесь в том числе все выбрали какие-то свои темы. И когда у вас что-то не получается, и вы это видите, что много проблем есть, да, в ваших темах, но не доводят эту мысль до конца, что причиной того, что что-то не получается, является власти, работающие по конкретной бумажке, которую нужно написать, эту конкретную бумажку.
То есть вот эта мысль, она не доходит до сюда. А когда доходит, и говорят, ну нет, это слишком сложно, я не умею. Эту цепочку замкнем. Я не умею читать. Вы видели сегодня людей, которые сказали, мы готовы с вами сотрудничать. Предмет сотрудничества какой? Бумажки. Спросили они, да? Ну, то есть, когда мы приходим и говорим, у нас такая трудность, я всегда говорю, варианты решения вот такие, на наш взгляд. Они говорят, нет, не такие, вот такие, да? Либо говорят, мы вообще не знаем, что делать. Люди готовы к диалогу, когда они с них спрашивают, а с ними договариваются, да, по поводу чего-то. И в этом смысле у нас все пути сейчас открыты. И еще вы услышали очень важную вещь. Наши региональные власти готовы взаимодействовать с вашими региональными властями. Это, возможно, предмет взаимодействия. Прошу обозначить. Вот сейчас наши региональные власти зачет согласились принимать. А ваши региональные власти не знаю, что там они хотят. Поэтому идите и узнайте у меня, как я это Короче объясню. говоря, этот документ может быть вот таким образом распространен, он имеет большую ценность для нас, для всех собравшихся. Лена, спасибо, что вы эту тему с нами поднялись. Не крутите пестрый глобус, не найдете.